А когда был семейный совет, да, дома у Чернышевского? Ага. В доме у Чернышевского. Это уже как-то к татарскому, наверное, не относится. Но у вас экспозиции, вы же хотели по экспозиции. Да. Вот. В гимназиях не было обязательно предмет татарского языка? Вы знаете, это я вам точно не могу сказать. Но там у них был преподаватель, вот этот Соблуков. И у них ребята, видимо, какой-то специальный курс восточным языкам. И он осваивал вот этот татарский язык. Кроме того, ведь мы с вами понимаем, что в гимназии столько языков, сколько Николай Гаврилович всего знает, да? Это греческий, может быть, латынь. Вот давайте с вами посмотрим, вообще вам тоже будет интересно. Список книг, которые были в семинаре, греческие, например, там, да, вот у них там физика была, это понятно, геометрия, алгебра, латинский, греческий, все это он учил под руководством отца сначала, да, а потом уже ведь европейские языки он начинает осваивать в университете, а вот здесь именно в семинаре под руководством Соблукова он настолько его увлек вот восточными языками. Кроме этого, он еще, будучи мальчишкой маленьким, вот с персом общался. И Чернышевский на протяжении, в принципе, уже закончив семинарию, вернее, не закончив, но тем не менее, уже ушел из семинарии, последний раз встречался в Казани в 1851 году с Гордеем Семеновичем Соблуковым. Ну, таким образом, получается, что Гордей Семенович смог его увлечь этим языком, да, восточным, и таким образом Чернышевский даже писал сочинения. Я думаю, что не все ребята из семинарии писали сочинения именно вот на восточном. Простите, перебью вас, ради бога, извините. Соблуков, он не был крещенным татарином? У нас же часть диалектической ветви татарского народа православные, которых Иван Грозный насильно крестил. Вот, история. Насчет крещения Соблукова я вам он не просто могу русский, сказать. чисто русский был, да? Фамилия-то у него как-то необычная. Ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров. Соблуков, это... Я не изучала его биографию, я знаю, что он переводил Коран, что опубликован был, а конкретно Соблуков. У нас есть фотографии Соблукова в фондах. Ну, собственно говоря, конечно, можно вам будет посмотреть, если вам в ролик надо будет добавить. Да. Вот, Соблуков есть у нас в фондах нашего музея. Вот, потому, да, несколько изображений. Ну и человек он такой был уважаемый, но здесь он прожил не так долго, с 1830 года, кстати, ну как недолго, долго получается, если я не ошибаюсь, и вы тоже знаете, да, по-моему, по 49-й год, дальше он уезжает в Казань. А я вот, к сожалению, к стыду своему, я раньше, если бы в школе знал, что он так о татарах знал и говорил, я бы только Николай Гаврилович, я литературу на 5 знал. Я бы только его изучал, но потом только узнал, от нас долгое время скрывали. На журфаке ребята наседали на меня, на военной кафедре, говорят, выходи. И я выхожу, и они, когда нет урока, они говорят, вот давай, и начинают со мной спорить, говорят, вы от монголов. Я сижу на кафедре и начинаю с ней ругаться. И Николай Гаврилович приводил пример, там это, понимаете, нас постоянно в школах все время тыкали, вы завоеватели, вы хищники, вы монголы. Это, знаете, очень тяжело было нам все время вот это на себе. И я говорю, Николай Гаврилович, надо просто памятник золотой поставить в Казани. Он так не считал. Да, и за вот то, что... Раз, да. Вот. И как раз можно даже привести. Ну, оно опубликовано в электронном виде, могу вам тоже скинуть, если нужно будет, я имею в виду. А я вот видеоверсии с удовольствием. Я еще намерен на будущее как-то, значит, патронаж небольшой осуществлять как журналист и на администрацию области выйти губернатору с письмом, чтобы поблагодарить за то, что вот вы, значит, этот важный элемент, понимаете, сейчас в Татарстане у нас два государствообразующих народа, любая республика считается государством, татары и русские, и важна нас стабильность в отношениях, и важно, чтобы взаимный реверанс, вот такие вот то, что Николай Гаврилович Чернышевский знал о татарах истории, что он защищал, еще Лев Гумилев, внук, кажется, внук или сын Ахматовой говорил, я русский, всю жизнь защищал татар от клеветы. Вот то, что от клеветы нас защищали русские люди, это, несомненно, большой вклад в укрепление отношений между нашими народами. Согласна с вами. Ну вот смотрите, он не заканчивает эту семинарию, где как раз обучался вот татарскому языку и прочим. Надо сказать, что семинария очень много дала Николаю Гавриловичу, он очень много анализировал произведений. Кроме того, такие основы его знаний были заложены в семье. И вот то, что вы сейчас как раз снимаете, здесь современник, здесь различные энциклопедические лексиконы, отечественные записки. То есть, хоть и вышел он из семьи священника, Николай Гаврилович, да, полностью, у него что по материнской линии, что по отцовской,
Его дед был священником тоже Сергиевской церкви. Кстати, здесь вот можно снять предметы личные отца, предметы деда, предметы. Вот здесь вот с изображением Сергиевской церкви это печати с изображением цветка. Печати принадлежали отцу Чернышевского. А вот медный крест и вот эта вот медаль принадлежали Голубеву Егору Ивановичу. Это дед Чернышевского. Он тоже был протоиереем Сергиевской церкви. А потом, когда уж умер в возрасте 37 лет всего лишь, у него остались маленькие будущая мать Чернышевского, Евгения Егоровна, и вот Александра Егоровна. И тогда Пелагея Ивановна, это вот бабушка Николая Гавриловича, вдова умершего Егора Ивановича Голубева, пишет прошение в консисторию, мол, в нашу, что на место умершего священника не могли бы вы прислать человека, тоже ученого, который подойдет вот для того, чтобы возглавить, так сказать, быть протоиереем в этой церкви. И присылают Гаврила Ивановича. Гаврил Иванович, отец Чернышевского, сам знал 4 иностранных языка, все из семьи. И он приучает сына, а в дальнейшем уже такой толчок семьи, и в дальнейшем он сам интересуется многими, и политическими процессами, происходящими в различных странах тоже. Скажем так, хоть и решили на семейном совете, что он не идет дальше, но учиться как священник Николай Гаврилович, матери говорили, что же вы такого будущего светила отрываете и отправляете в университет. Но Гаврил Иванович уже решил этот вопрос, отец Чернышевского. Он письма пишет Раеву, своему родственнику в Санкт-Петербург, и тот откликается, что, мол, да, можно поступать в Санкт-Петербургский университет, что пока временно квартироваться Николай Гаврилович может у меня, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, на простой, вот мы показываем ребятам, на простой крестьянской крытой повозке Николай Гаврилович вместе с маменькой отправляются поступать в университет. Там он, конечно, держит много экзаменов. И, кстати, когда он ехал, путь-то долгий, месяц целый ехали, железных дорог еще пока не было. Поступал он в 46-м году, и говорит, что уж говорить о маменьке, у меня ноги болели в дороге. Тяжелая была дорога. Приезжают в университет, Чернышевский сдает 12 экзаменов. Из 55 возможных 51 балл он получает. Высокий, и это провинциальный мальчишка. Да, это, гений, можно сказать, гениальный человек, да. Наивысшие баллы, да. И вот то, что сейчас вы снимаете, это как раз его любимые преподаватели. Никитенко, у которого он собирался защищать свою работу, Фишер, преподаватель по философии, и Срезневский. Здесь любимые писатели Николая Гавриловича: Лермонтов, Гоголь и Белинский, критик. А когда уже Чернышевский поступил в университет, естественно, что в Санкт-Петербурге была библиотека, а этой библиотеки у нас не было тогда, публичной никакой негде было книгу взять в Саратове. Такой у нас город небольшой, провинциальный. Была единственная у нас в Саратове на Московской 9, даже сейчас сохранилось здание, лавка купца Вакурова. Там продавались книги. И он все время говорил: папенька, пойдемте туда за книгой, либо купить, либо там была еще небольшая такая комнатка, где можно было почитать свежую книгу. И однажды он говорил: папенька, купите мне Читье Минеи, это «Жития святых по дням и месяцам». А книги были достаточно дорогими, и когда уж потеснились в средствах, эта книга появилась в доме. Вот у нас Читье Минеи, книга в фондах за 1695 год. Для нас такая, древняя, можно сказать, книга, Читье Минеи. Сам Чернышевский отмечал, что маменьке Санкт-Петербург не понравился, потому что там все время какая-то суета о маменьке. А он говорит: а мне понравился за то, что там публичная библиотека была, и очень много книг он читал, как брал на иностранных языках, так и на русском читал. А газеты «Иллюстрасьон» он читал в кафе, мог прочитать на французском, то есть в подлиннике. А уж в конце жизни своей, когда он переводил Вебера, мы можем понять, что немецкий он освоил, можно сказать, очень-очень хорошо. То есть много было книг им прочитано в университете. И настало то время, когда он защищается, он пишет свою выпускную работу. И вот вам можно как раз ее, так сказать, видео сделать. О бригадире Фанвизина пишет.
Да. Это вот его выпускное сочинение именно в университете. Сейчас у меня закончится.